Командир ОМОН и Министерства внутренних дел Таджикистана полковник Гулмурод Халимов, который с начала мая не появляется на работе и местонахождение которого уже давно никому не известно, возможно, уехал воевать в Сирию, встав в ряды исламского государства. Такую сенсационную версию выдвинул сайт «Азия+». Журналистам удалось узнать, что полковник в последнее время посредством социальных сетей собрал полную информацию о деятельности ИГИЛ, его идеях и боевой структуре. Один из источников на условиях анонимности рассказал, что Халимов стал фанатиком исламского государства и даже среди близких распространял идеи этой террористической организации. Дружеские наставления и советы по абсурдности присоединения к боевикам полковник нервно игнорировал. Другой источник раскрыл информацию, что Халимов собрал команду из почти 10 человек, в основном безработных жителей Таджикистана, и 1 мая вылетел в Москву, а уже 2 числа его видели в московском международном аэропорту Шереметьево. Есть мнение, что за каждого завербованного бойца таджикскому полковнику обещали крупную сумму денег. А между тем, 9 мая, в День Победы в Душанбе, выбросился из окна полковник Национальной гвардии. Главная версия следствия – самоубийство. Однако непонятно, почему он выпрыгнул из окна не своего дома, а чужого. Серия странных происшествий с таджикскими полковниками заставила нас спросить у экспертов, в каком же состоянии находятся силовые органы Таджикистана, если один высокопоставленный чин встает в ряды террористов, а другой бросается из окна. Тотальная ли это тенденция? До тех пор, пока эта ситуация не прояснится, нельзя утверждать о том, что начальник ОМОНа примкнул к радикалам. Но сам факт исчезновения такого высокопоставленного силовика, о местонахождении которого не знает ни его начальство, ни его родственники, само собой провоцирует некоторый ажиотаж вокруг этой темы. А по поводу самоубийства полковника Нацгвардии, опять-таки существует нехватка сведений, а именно с чем это связано. Однако могу сказать, что такие случаи не редкость и в других странах, даже более развитых, чем наша. По моему мнению, по этим двум случаям нельзя делать выводы о моральном состоянии наших силовых органов, и тем более об их лояльности существующему режиму.